Глава региона проверил ход реализации инвестиционного проекта. В Ингушетии строится комплекс по сбору и утилизации отходов. Слет добровольцев. В селении Мужичи провели встречу с волонтерами республики. Спасибо за победу. История боевого пути ветерана Великой Отечественной войны Николая Гайтукиева. Здравствуйте, это новости 24. Глава Ингушетии Узбек Евкуров вместе с председателем Комитета по экологии и природным ресурсам Магомедом Бабхоевым, а также властями района посетил инвестиционный проект по созданию полного комплекса по сбору, переработке и утилизации твердых коммунальных отходов в сельском поселении Нестеровское. Масштабный проект предполагает строительство 2 мусороперерабатывающих комплексов и полигонов бытовых отходов на территории республики. Закупку техники для перевозки мусора с установленной GPS-системой для контроля за транспортировкой и предотвращением мест несанкционированных свалок и выбросов отходов. Первый этап включает в себя строительство мусоросортировочного цеха, будущего мусороперерабатывающего комплекса, в который будут входить цеха по переработке всех видов вторичного сырья – пластика, картона, алюминия, вплоть до полной безотходной переработки. Инвестор отметил, что в рамках проекта оборудованы площадки для временного накопления отходов в муниципальных образованиях республики. Узбек Евкуров отметил, что основной задачей, которая решалась в год экологии, является создание новой системы обращения с отходами, а также ликвидация всех имеющихся свалок мусора в регионе. Руководитель субъекта дал поручение Комитету экологии при взаимодействии с главами муниципальных образований составить план установки сортировочных баков и подобрать места для их установки. Глава муниципальных образований задачу в каждом селе, вот вместе с ним продумайте, контейнера должны быть сортировка мусора. 3 контейнера с забором, со всеми делами, там где удобное место. У всех, как в школах, в садиках, где 3 контейнера, где будет сортировка. Пищевые отходы, такие отходы где. В Министерстве по национальной политике Ингушетии состоялся круглый стол, посвященный 27-летию принятия закона о реабилитации репрессированных народов. Представители органов исполнительной власти, депутаты Народного собрания, юристы, общественники и все те, кто стоял у истоков возрождения Ингушетии, сегодня вспоминали, каким долгим и тернистым был путь к справедливости. Сюжет Заремы Евлоевой. Верховный Совет СССР считает необходимым принять соответствующие законодательные меры для безусловного восстановления прав всех советских народов, подвергшихся репрессиям. Эти строки из закона РСФСР о реабилитации репрессированных народов впервые прозвучали 27 лет назад. Это было первое официальное признание действий советской власти противоправными, оскорбляющими достоинство не только репрессированных. Ингушские патриоты сыграли важную роль в отстаивании прав своего народа перед руководством государства. Организация была на самом высшем уровне. Достаточно сказать, что членам оргкомитета, нашим депутатам, работавшим тогда, пришлось по несколько раз беседовать с каждым депутатом Верховного Совета СССР. Представители общественных организаций, министерств и ведомств высказали свое мнение о значении этого исторического события. Передать обычными словами, насколько важен этот закон, на мой взгляд, нельзя. Я думаю, и весь народ, наверное, Ингушетии так и думает. Вся наша жизнь, начиная с 1957 года до сегодняшнего дня, идет связан с полной реабилитацией этого закона. Закон о реабилитации репрессированных народов стал началом восстановления ингушской государственности. Участники круглого стола отметили, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы самый гуманный закон в отношении ингушей заработал в полной мере. Закон о реабилитации репрессированных народов в части ингушского народа реализован в очень важной части. Мы восстановили свою государственность. Это имеет непременно очень важное значение. Есть другие вопросы. Вот разработаны, реализуются программы социально-экономического развития. Это тоже реализация. Есть льготы репрессивные, большие, там они маленькие, это другой вопрос. Для 13 репрессированных народов это не просто документ, а самое настоящее спасение от исторической несправедливости. 26 апреля 1991 года был принят закон о реабилитации народов.
тогда члены Верховного Совета, депутаты и все здравомыслящие люди СССР, Российской Федерации и всего земного шара назвали этот закон законом века. Самый гуманный закон века. На пути к миру и созиданию сделано многое, но предстоит еще больше. Зарема Ивлоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Несчастный случай произошел накануне днем в Назране. 3 рабочих получили удар током от высоковольтной линии мощностью 10 тысяч киловатт. ЧП произошло на крыше двухэтажного здания, расположенного по улице Чеченская. 2 сотрудников подрядной организации во время проведения кровельных работ соприкоснулись с линией электропередач. На помощь пострадавшим пришел коллега, который также получил удар током. Все 3 были доставлены в отделение скорой специализированной медицинской помощи при ИРКБ. 29-летний Адам Газиев поступил в приемное отделение в состоянии клинической смерти. За жизнь пострадавшего медики боролись около получаса. Параллельно 3 бригады хирургов оказывали экстренную помощь Зелимхану Дахкильгову. Спасти обоих пациентов врачам так и не удалось. Дахкильгов Зелимхан Израилович находился у нас с диагнозом электротравма, термический ожог лица, шеи, туловища, ожог дыхательных путей, ожоговый шок. Ожог степени 30%, 3 Б 4 степени. Это состояние несовместимое с жизнью. Всю необходимую медицинскую помощь в отделении травматологии сейчас получает 37-летний Адам Дзейтов. Он поступил в ИРКБ с диагнозом термический ожог вольтовой дугой. Поражено 8% поверхности тела. Также у пациента диагностировали ушиб грудной клетки и перелом ребра. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, в том числе и соблюдение требований техники безопасности. Выяснением причин трагедии занимается Следственный комитет. В 2019 году каждый россиянин получит единый идентификатор, который объединит номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений. Разработкой проекта занимаются Центробанк и 2 министерства. Уникальный номер позволит россиянам найти данные о себе в любой базе. Например, на сайте пенсионного фонда по паспортным данным можно будет получить СНИЛС. Со временем сквозной идентификатор заменит остальные документы. Также по единому номеру можно будет получать и финансовые услуги. Нововведение позволит ведомствам объединить информацию, которую клиенты предоставляют органам власти, компаниям и банкам. Эксперты предполагают, что внедрение идентификатора повысит скорость обслуживания и снизит риски неправильного ввода данных. В актовом зале администрации города Назрань состоялось награждение общественных наблюдателей, работавших на избирательных участках во время выборов президента страны от Народного фронта. Десятки человек получили почетные и благодарственные грамоты из рук председателя Народного фронта и Героя России Абукара Костоева. Дело в том, что мы заключили соглашение с некоторыми движениями нашей республики. Они нам делегировали этих наблюдателей, мы их оформили в качестве наблюдателей и распределили по избирательным участкам. Поэтому мы сегодня решили вот их таким образом поощрить, хотя, может быть, прошло некоторое время со дня выборов, но мы, так скажем, просеивали всех, кто будет награжден. И я думаю, мы сделали доброе, хорошее дело от имени Общественной палаты Российской Федерации и от имени Общественной палаты Республики Ингушетия. Министерство внутренних дел по Ингушетии призывает жителей республики в период проведения праздничных мероприятий быть бдительными и обращать внимание на подозрительных людей и вещи, оставленные без присмотра. Также в связи с тем, что основные торжества развернутся в Назране, несколько улиц города будут перекрыты. В целях обеспечения охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 1 мая с 6 часов утра до окончания культурно-массовых мероприятий все прилегающие и пресекающие улицы МДК города Назран будут блокированы. То есть улица Фабричная, переулок Фабричный, поворот на телевидению, проспект Базоркина, переулок Машиностроительный и улица Набережная. В связи с чем хочу обратиться, исключить парковку автотранспортных средств. В целях исключения пробок попрошу заблаговременно осуществить объезды указанной территории. Пользуясь случаем, хочу в первую очередь поздравить всех жителей и гостей нашей республики и обратиться с просьбой: уважаемые граждане, будьте бдительны в общественных местах.
противодействие экстремизму и терроризму, а также усиление мер пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Об этом говорили на заседании антитеррористической комиссии в Малгобеке. В нем также приняли участие сотрудники ФСБ, администрации города, представители МВД, МЧС и руководители госучреждений Малгобека. Подробнее расскажет Тамерлан Хамхоев. Противопожарная безопасность в местах массового скопления людей стала главной темой заседания. В здании администрации города Малгобек представители МВД, МЧС, ФСБ, а также руководители государственных учреждений обсудили меры безопасности, которые нужно предпринять во время предстоящих майских праздников. Все органы власти, управления, силы и средства, значит, с 30 апреля по 10 мая включительно. Режим повышенной готовности, что это означает? Значит, в первую очередь руководители, которые, значит, отношение имеют к экстренным вызовам, Горгаз, Электросеть, Водоканал, пожарные, спасатели, Росгвардия, ОВД, значит, проверяйте оснащенность своих сил и средств, укомплектованность личным составом, оснащенность. Естественно, на праздничные дни вы увеличиваете число своих экипажей, бригад. Ситуацию с наличием и отсутствием в городе воинской славы пожарных гидрантов на случай непредвиденных ситуаций также обсудили в ходе заседания. Начальник пожарной части номер 2 в Малгобеке привел некоторые цифры, неутешительные, однако работа в этом направлении будет вестись, отмечают собравшиеся. Основные проблемные вопросы в городе по тушению пожаров – это неудовлетворительное состояние противопожарного водоснабжения. Для информации для всех сидящих здесь, в городе у нас 78 пожарных гидрантов, из них 17 неисправных. Основном расположение пожарных гидрантов это первый и второй микрорайон, это новые микрорайоны, которые построены. В старой черте города, в принципе, гидрантов противопожарного водоснабжения нет, кроме, если не считать, объектовые пожарные водоемы, которые находятся в детских садах и школах. Безопасность детей превыше всего. Как говорят присутствующие, очень важно доходчиво объяснять детям, как вести себя в пожароопасной ситуации. Впрочем, ту же информацию зачастую нужно бывает доносить и до преподавателей. Чтобы свести к минимуму риск возникновения ЧС, нужно знать правила безопасного обращения с легковоспламеняемыми материалами и иметь хотя бы базовый набор знаний о противопожарной безопасности. Чтобы каждый руководитель знал, что он персонально отвечает за состояние безопасности. Она разная бывает, и пожарного характера, и террористического. Поэтому учения, тренировки будут проходить ежемесячно на объектах с массовым пребыванием людей. Это однозначно. Теперь, вот перед праздником, я просто обратиться хотел, значит, к руководителям организации, представителям организации. Значит, круглосуточное дежурство на своих объектах. Вот, и принять дополнительные меры по охране ваших объектов, насколько у вас есть такие возможности. Затронули также и тему профилактики экстремизма и терроризма. Легче и лучше предупредить беду, чем потом исправлять ее последствия. План мероприятий, комплексный план мероприятий противодействия идеологии терроризма в городе Малгобек. Это на 13-18 год. В каждой школе, если ребенок учится из семьи, которые, там 72 человека определены, которые члены семьи, и 62 человека это члены семьи, и 11 человек это непосредственно осужденные по этой статье. Поэтому каждый должен знать, у кого в учреждении из этой категории люди, кто есть, где они находятся. Каждый должен знать 24 часа в сутки, где, с кем ребенок в школе, в мечети, на танцах, Подводя итог встречи, собравшиеся заранее поздравили друг друга с приближающимися праздниками, и в ближайшие несколько дней ожидается насыщенная праздничная программа. Тамерлан Хамхоев, Майрбек Миржоев, Новости 24. В селении Мужичи сегодня прошел второй по счету слет добровольцев Ингушетии. Здесь собрались волонтеры из разных уголков республики. Среди них ребята, как уже имеющие немалый опыт волонтерства, так и те, для кого такая деятельность в новинку. Но объединяет всех одно – большое желание безвозмездно помогать нуждающимся в этом. Зелимхан Калоев продолжит. Первый слет добровольческого корпуса «Опора нации» в этом году собрал более 100 волонтеров республики. Эксперты федерального уровня будут обучать собравшихся работе в команде. В этом году ежегодные встречи активистов уделили особое внимание.
Президент России Владимир Путин 18-й год объявил годом добровольца. С обращением главы государства открывается сегодняшний слет. Его слова мотивируют участников мероприятия к новым свершениям. К примеру, Мака Мургустова и не подозревала, что у нее так много сподвижников добра. А что гораздо важнее, она получает от волонтерства удовольствие. Просто перевел бабушку через дорогу, а она тебе столько благодарности вслед и помолится за тебя, и что угодно сказать, и тебе становится приятно просто вот в душе. Вообще, в принципе, деятельность волонтера должна быть она общая, то есть я и в жизни, и дома, и именно тут на слете, и активистам везде должна быть волонтером, помогать людям. Каждый раз, когда это у меня будет такая возможность. И такие благие поступки может вспомнить каждый из собравшихся. Среди участников есть и старички, которые успели помочь проведению не одному десятку региональных мероприятий. Мы организовывали битву на Зране, помогали там битву в горах, еще всероссийский чемпионат по вольной борьбе, спортивные там все соревнования. Что еще было? Посадка деревьев, сады поколений. Каждый участник может выбрать себе любое интересующее направление. Всего же их 8. Больше всех интерес у ребят вызывает событийное волонтерство, а также добровольцы-медики, активисты соцнаправлений, чрезвычайной ситуации и другие. Специально для ингушских волонтеров приехали 6 экспертов, среди которых и федеральные специалисты Росмолодежи, Ассоциации волонтерских центров и, конечно же, дирекция года добровольца. Зачастую ребята на таких слетах как раз узнают о том, что их инициативы, их небольшие проекты могут получить поддержку и стать проектами федерального масштаба. И очень много таких примеров позитивных, когда действительно ребята выезжают на слеты, вдохновляются, понимают, как разработать проект, как его презентовать, на каких конкурсах или форумах можно с данным проектом заявиться. И с этого начинается их настоящий такой осознанный путь и даже, я бы сказала, карьера в сфере добровольчества. Поэтому, конечно, наша задача и вдохновить, и рассказать о возможностях, и, с другой стороны, дать методики, дать технологию для того, чтобы сразу деятельность ребят была максимально эффективной. Подготавливаем волонтеров к 9 мая, ко дню, вообще ко дням, там, например, ко дню неизвестного солдата, ко дню народного единства. И также освещаем современные достижения наших героев, героев республики, в целом героев страны в сфере молодежи. А вот Диана Евлоева решила посвятить все свое свободное время социальному волонтерству. Девушка в прошлом году принимала участие в Параде Победы. В этом году Диана также не намерена пропустить предстоящее шествие. 2 недели назад подала заявку. Там эксперт тоже отбирает этих людей. Они смотрят, кто чем занимался на протяжении года. Вот. Потом я прошла собеседование с экспертами с Москвы, и прошла собеседование, и прошла конкурс, стала победителем. В этом году, на 9 мая, я буду организатором этого конкурса, вот, где соберется вся молодежь. Присоединиться к масштабной акции изъявили желание большое количество молодых людей, но попасть на сам слет смогли только самые активные из них. Если нашим субъектам, у нас в Ингушетии, это направление пользуется популярностью, то у моих коллег, других субъектов, есть с этим проблемы. То есть они их как-то привлекают, где-то находят, как-то их объединяют. У нас с этим проблем нет. У нас молодежь всегда вперед, ура, со словами ура, готовы сегодня творить добро. Такой вообще доброволец. Это по-ингурски это ло амхо. Это человек, который добровольно творит добро. То есть помочь соседу, помочь брату, другу, проезжающему гостю. Да, вообще оказывать помощь нуждающимся людям. И сегодня у нас среди ингушей это направление, так скажем, оно не ново. Оно в нашей крови, в нашей ментальности. Ингушетия стала лидирующим регионом по реализации проектов пропаганды здорового образа жизни и спорта. Но на этом участники слета не собираются останавливаться. Впереди их ждет участие в первомайском праздничном шествии. Зелимхан Калой, Рамзан Зурабов, Новости 24. Почта России со 2 по 9 мая доставит поздравления президента России ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла свыше 1,5 миллиона персональных поздравлений 73-й годовщины Победы. Отмечается, что поздравления уже поступили для доставки во все филиалы Почты России. При отсутствии ветеранов по указанным адресам Почта и Пенсионный фонд России будут вести совместную работу по уточнению адресных данных получателей. Но в случае смены места жительства поздравления доставят ветеранам на новые адреса в пределах страны.
Как правило, самые сильные, пережившие множество испытаний люди простые и добры. Таким является и Николай Гайтукиев. Это человек, который в числе еще таких же мужественных и отважных людей повлиял на исход Великой Отечественной войны. Его первый бой состоялся в 1942 году. Тогда же он заслужил первую медаль за оборону Сталинграда. Гайтукиев был тяжело ранен в Польше. О победе он узнал, будучи на больничной койке. В этом году, 9 мая, со дня победы российских войск в Великой Отечественной войне, исполняется уже 73 года. Но ветеран Николай Гайтукиев хорошо помнит о событиях тех времен. Ими он поделился с нашей съемочной группой. Рина Цичуева продолжит. На фронт Николай Гайтукиев попал едва ли не мальчишкой. Прошел почти всю войну, начиная с обороны Сталинграда, где служил телефонистом 169-й стрелковой дивизии. Свой первый бой он принял в октябре 1942 года. И тогда же за мужество, проявленное в боях с фашистами, заслужил свою первую медаль за оборону Сталинграда. Потом за боевые заслуги. В августе 1944-го уже в Польше Гайтукиев был серьезно ранен. Тогда же и наградили третьей медалью за отвагу. Я получил орден Отечественной войны. Второй степени. Вот эти награды я получал на фронте. Ингуши, как и представители всех народов нашей Родины, отважно сражались на всех фронтах Великой Отечественной. Многие, чтобы уйти на фронт, приписывали себе несколько лет в документах. Всего защищали свою Родину более 10 тысяч ингушей. 46 из них были представлены командованием к званию Героя Советского Союза. Идет, воюет взвод. Далекий год на пленке старой, нелегкий путь, еще чуть-чуть и догорят войны пожары. Свою последнюю награду наш герой получил уже из рук президента страны Владимира Путина. В Большом Кремлевском дворце ветерана Гайтукиева в честь 70-летия Великой Победы наградили еще одну медалью. Он гордится тем, что на вручение в Москве Владимир Путин вызвал его первым. Гайтукиев Николай Дмитриевич, участник Сталинградской битвы. Он подошел, я нагнулся и вышел Путин навстречу. И он поздравлял меня с праздником. Ну, я, как обычно, вы сами знаете, поздравил его тоже с этим праздником. Вот так с Путиным я и разговариваю. После тяжелого ранения в Польше связист Гайтукиев вышел из госпиталя только через полгода. В госпитале он же встретил победу в Великой Отечественной войне и просто не поверил, что войны больше нет, что уже не надо на фронт. День Победы праздновали. Это и в госпитале я раненый, с ранениями лежал. Был ранен в левое бедро. Вот с этой ранением я оказался в День Победы в Харькове. И все о той весне увидел я во сне. Пришел рассвет и мир улыбнулся, что вьюга отмела, что верба расцвела, и прадед мой с войны домой вернулся. За годы войны ингуши не утратили гордый дух своего народа. Даже в самое тяжелое время мы хранили надежду на счастливое будущее. И не в последнюю очередь благодаря этому сегодня живем на своей земле, со своим флагом и в своей республике. Рина Цичуева, Гапурчах, Киев. Новости 24. Сегодня во всем мире отмечается День танца. Этот праздник начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца. Главная идея – объединение всех танцевальных направлений как единой формы искусства. В этот день по всему миру проходят концерты и танцевальные флешмобы. На официальном же уровне, по традиции, каждый год кто-либо из известных представителей мира хореографии выступает с обращением к общественности с посланием, напоминающим людям о красоте танца. На этом наш выпуск завершен. Прямо сейчас смотрите еженедельное интервью главы Ингушетии, а в 21:00 узнаете о главных событиях уходящей недели в программе «Итоги недели» с Риной Цичуевой. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, до встречи в эфире. Отчет председателя правительства Ингушетии. Денежные доходы на душу населения выросли на 5,4%.
Что удалось сделать в республике за год и какие планы ставит глава Ингушетии перед кабинетом министров? Задача номер один. Такое явление, как коррупция. Каждый заместитель министра должен отвечать за свой фронт, за свой сектор работы. Геолокация Ингушетия. 50 блогеров из России гостили в Ингушетии. Ох, это прям вот ради этого можно было приехать в Ингушетию. С какой целью приехали в регион и с какими эмоциями покинули страну башен и легенд блогеры? Первый международный саммит молодых парламентариев МАГАС-2018. Молодые и амбициозные представители из 12 стран мира делились опытом практического парламентаризма. Какие темы осветили участники в своих докладах? Моя работа заключается в том, что привести новые идеи, новые знания. В столице готовится к главному празднику страны. Парад! Равней! Выверенный шаг и идеальная выправка. Первая репетиция Парада Победы в Магасе. Эти и другие темы смотрите в информационной программе «Итоги недели» в воскресенье в 21:00.